Ждем подключения. Еще раз приветствую всех на нашем прямом эфире, и мы продолжаем нашу трансляцию. И сейчас нам предстоит диалог вместе с директором Музея музыки и фольклора народов Якутии, с Марией Ильиничной Корниловой. Сейчас мы выйдем на связь. Так, ожидаем подключения Марии Ильиничны. Ой, меня видно, да? Ой, снова не видно. Господи, это же нормально. Сейчас, подожди. Так, еще раз попробуй-ка. Угу. Так, ой, немножко сбой идет. Ничего страшного. Так, снова подключаемся к Марии Ильиничне. Как было сказано, у нас тема про музей вчера, сегодня и завтра. Так, и вместе с... Не видно, к сожалению. Туяра, ты сейчас можешь меня присоединить с моей страницы? Может, Хорошо, там... попытаюсь. Ага, потом попробуем. Ага, зайдите, пожалуйста, в прямой эфир. Ага, я приглашение Сейчас. отправлю. Вот небольшие неполадки, ничего страшного. Еще раз напоминаю, что у нас сегодня Международный день музеев, наши прямые трансляции. И весь день сегодня мы тоже будем транслировать наши мультфильмы. Ага. И ждем подключения Марии Ильиничны. Меня видно? Ага, добрый день, Мария Ильинична. Добрый день. Ага. Поздравляю с Международным днем музеев. Так, Туяра, добрый день. Конечно же, всех музейных сотрудников, всех коллег поздравляю и сердечно поздравляю с таким знаменательным днем, с Международным днем музеев. И сегодня, как мы уже говорили, наша тема — это про музей вчера, сегодня и завтра. И мы бы хотели узнать, Мария Ильинична, каково, на ваш взгляд, предназначение музеев? Предназначение музеев испокон веков, оно не меняется, практически не меняется. Это сохранение культурного наследия для последующих поколений. Музей — это то учреждение, которое занимается собиранием, сохранением, изучением, потом экспонированием нематериальных и материальных памятников культурного наследия. А также, конечно же, музей занимается просветительской и пропагандистской деятельностью. Так я могу вкратце определить. А как, на ваш взгляд, должен выглядеть современный и популярный музей? Так, насчет современности и популярности. Но все-таки мне кажется, что все равно музей должен, во-первых, иметь богатый фонд. Во-вторых, это отдельное здание. Это для имиджа музея это очень важно, отдельное здание. Третье — это экспонирование с использованием цифровых технологий, использование интерактива, да, получается. Четвертое, конечно же, высококвалифицированные сотрудники, как мои сотрудники, я вами восхищаюсь. И далее работа с аудиторией напрямую и посредством цифровых технологий. И, конечно же, очень интересные проекты, которые приносят ресурсы. Вот. И так, в дополнение к этому я хочу именно сказать, что наш музей, в нашем музее общий фонд составляет 12 844 единиц хранения. Из них основной фонд 1971. И вот насчет отдельного здания. Как Аида Петровна уже говорила, у нас отдельного здания нет. К сожалению, нет. К сожалению, нету. Но на нашем балансе в оперативном управлении стоит
здание Якутской мужской прогимназии по улице Кулаковского, 18. Аиза Петровна тоже упомянула это. Мы сейчас находимся по улице Кирова, 31. Под нами торговые центры, над нами жилые дома. Вот это очень огорчает. Но мы просто так, конечно же, не сидим. Концепция нового музея готова. В планах у нас открытие, допустим, когда мы переедем на наше новое здание, вот концепция готова, 10 залов у нас прямо распределены, расписаны. И так как мы сейчас находимся вот в таком положении, вот по улице Кирова, 31 на 3-м этаже, у нас вот эта концепция в миниатюрном виде в одном зале раскрыта. Зал у нас называется «Музыкальная этнография коренных народов Якутии». Там в миниатюрной форме вы можете посмотреть всю нашу концепцию. Так, потом, конечно же, насчет высококвалифицированных сотрудников. Немножко я расскажу. У нас 13 штатных единиц. Помимо администрации у нас 3 отдела. Это научно-фондовый. Главным хранителем является Никифорова Светлана Дмитриевна. Научно-просветительский, где заведует наша Аиза Петровна. И 3 музейно-образовательный, где заведует Ольга Николаевна Громова. Цель, конечно, нашего музея одна, и все сотрудники как один организм работают. Конечно же, наша команда очень сплоченная, я бы хотела еще это подтвердить. И вот, как Аиза Петровна говорила, во время пандемии у нас самой отличной, хорошей новостью было то, что Аизе Петровне присудили грант президента Российской Федерации на реализацию проекта по производству анимационного фильма «Юкагирское сказание о богатыре Эдельвее». Это вообще очень хорошая новость, так как Аиза Петровна уже она рассказала, вот поэтому не буду повторяться, просто скажу, как мы, кинопроизводящий музей, нас оценили. И чтобы мы дальше продолжали вот в таком темпе, вот в таком русле, выделен вот такой грант. С чем и поздравляю всех моих сотрудников. Спасибо. Большое спасибо, конечно же, Аизе Петровне. И, Мария Ильинична, а в чем вы видите приоритеты работы Музея музыки и фольклора народов Якутии? Так, скажу так, ведется большая работа по сбору, сохранению, изучению, возрождению и популяризации по разделам фольклор, самодеятельное и профессиональное искусство. Но в приоритете у нас стоит устное наследие коренных народов Якутии. Между сотрудниками распределены народы. Каждый ответственен за какой-то народ. Музей записывает в виде мемуара, возрождает традиционные календарные праздники, для изучения проводит научные конференции, как Аиза Петровна сказала, для популяризации создает фильмы, документальные, научно-популярные, музыкальные, анимационные фильмы, также мастер-классы мастеров ДПИ, исполнителей устного творчества, пропагандирует, допустим, игры коренных народов Якутии, музей выезжает прямо с играми, да, для пропаганды, допустим, сказок, героических эпосов. Музей создал, при музее работает кукольный театр, театр коренных народов Якутии. В репертуаре у нас более 10 сказок, хотелось бы похвастаться. И сотрудники, конечно, выезжают по заявкам и принимают в нашем музее тоже. Вот. Далее. И вот насколько музей востребован сегодня, на сегодняшнее время? Так, насколько востребован наш музей, конечно, можно судить по результатам охвата населения в предыдущих годах.
Допустим, в прошлом году охват населения по национальному проекту «Культура» в планах у нас было 19 796 человек, но наш музей перевыполнил. Количество посетителей у нас было на 2019 год 20 100 человек. А в этом году в планах стоит 20 190 человек. Но, к сожалению, в связи с пандемией рост посетителей, конечно же, снизится, но зато увеличиваются виртуальные посетители. Но, к сожалению, вот именно проект «Культура» не учитывает виртуальных посетителей, а именно посетителей только в музее, которые приходят. Но все равно у нас очень хорошие показатели вот в соцсетях, как Инстаграм, Ютуб-канал, наш официальный сайт. И вот, допустим, с января месяца по сегодняшний день всего у нас виртуальных посетителей 30 563 человека. Вот поэтому Превысила годовой план даже, да? Уже. Да. Ага. А Мария Ильинична, а кто чаще всего посещает Музей музыки и фольклора народов Якутии? Так, Лицо посетителя. ага. Ну, основная масса посетителей — это, конечно, дети, начиная с дошкольного образовательного учреждения, школьники, студенты. Ну, вот это самые главные вот наши посетители, которые прямо ножками приходят в наш музей. Вот. Хорошо. А вот сейчас, в период самоизоляции, Музей музыки и фольклора как работает? Музей работает дистанционно, но несмотря на такой сложный период, наши сотрудники помимо своих должностных инструкций проявляют свою инициативу, предлагают разного рода мероприятия, придумывают новые методы работы, формы работы. Так что мы работаем. Музей не стоит на месте, мы все равно развиваемся. А вот еще следующий вопрос — это как заинтересованные люди могут предложить музею выставку своих творческих работ или своей коллекции, и можно ли это сделать, кому обратиться? Так, в конце года обычно перед составлением плана следующего года приходят к нам и свои заявки оставляют обычно. А так, в любое время вы можете обратиться к любому сотруднику нашего музея, можете через соцсети выходить, через WhatsApp выходить, связаться с любым сотрудником, потом все равно мы рассматриваем все предложенные вот эти заявки. И если интересные есть работы, мы, конечно же, соглашаемся. Двери всегда открыты для. Хорошо. И, Мария Ильинична, что бы вы напоследок сказали нашим зрителям? Во-первых, всем сотрудникам музея, для хранителей времени, я так, ну, в смысле, сотрудники музея — это как хранители времени же получается, да? Я вас всех поздравляю с таким знаменательным днем, Международным днем музеев. Пожелаю новых идей, воплощения задуманных проектов. И, конечно же, я пожелаю, чтобы были благодарные, заинтересованные посетители, очень много, чтобы их было. И, конечно же, выполнение поставленных целей и планов. Нашим зрителям, конечно, пожелаю, чтобы ни в коем случае не болели, чтобы берегли себя и своих близких. И, конечно, смотрите онлайн и офлайн трансляции, которые ведут наши музейные сотрудники, которые днями и ночами сидят за компьютером и создают для вас мероприятия. Духовно обогащайтесь. Все. Спасибо большое, Мария Ильинична, за столь интересный рассказ. И спасибо, что присоединились сегодня к нашему эфиру. Поздравили всех с этим замечательным праздником, Международным днем музеев. Также напоминаю, что сегодня на этом наш
трансляция, на нашей трансляции не заканчивается. Мы сегодня будем также загружать в Инстаграм-аккаунт наши видеоэкспонаты, наши мультфильмы. И с 14:00 вы сможете посмотреть нашу экскурсию по экспозиционному залу музейной этнографии коренных народов Якутии. И оставайтесь с нами, следите за нашими обновлениями. До скорых встреч. До свидания. До свидания.